Endi aldığın armağanınızdan жүрейін. Көпке мен тілмен сөйлейін. Уважаемые делегаты собрания, я озадачен информировать собрание о положении дел в аграрной экономике Казахстана и сказать, что мы имели, с чем остались, кто виноват и что делать. Моему поколению известно, что Казахстан в советскую эпоху считался житницей Союза. Только товарной частью зерна Казахстан обеспечил хлебобулочными изделиями 100 миллионов населения из 280-миллионного жителя того времени. Ежегодно Союзный фонд Балташ поставлял 350-360 тысяч тонн добротного мяса. К великому сожалению, сейчас экспортная часть зерна сократилась вдвое. Мы вместо экспорта завозим в страну порядка 245 тысяч тонн мяса. Я считаю, что сельское хозяйство тогда не только обеспечивало продовольствием Казахстан полностью, но и оно обеспечивало, снабжало перерабатывающую промышленность как республики, так и Союза. Легкая и пищевая промышленности стали бюджетообразующими секторами. За счет их товаров мы обеспечивали 70-75% товарооборота. Это то искомое, которое часто говорят относительно производства товаров мелкими и средними секторами бизнеса. Советский Казахстан извне завозил часть сахара в виде сырого, цитрусовых, какао-бобы для кондитерских фабрик и чай. Все остальное обеспечивалось собственным производством. Население имело достаточно высокое потребление на душу жителей. Сегодня суверенный Казахстан, как вы считаете с очевидцами, добрую половину продовольствия завозит извне, финансируя миллиардными долларами чужие экономики. Независимо от того, что мы много завозим, душевое потребление основных видов продуктов к 2000 году по сравнению с 90-м сократилось вдвое, а сейчас по уровню потребления мяса мы находимся 90 килограммов к 90-му году, по молоку 70%, и по мясу 75%. Это тоже низкие показатели по сравнению
с тем, что мы имели. Неузнаваемо изменился облик села. Перестали функционировать клубы, библиотеки. Закрывались из-за реформы и оптимизации школы, медицинские пункты. Теперь вопрос возникает, с чем связан этот провал. Официальная власть все списывает на развал Советского Союза и глаголит, что везде так случилось. Признавая ущерб от распада Союза, мы не согласны, что везде так провалилось сельское хозяйство. К примеру, Узбекистан сохранил все, не допустил сокращения ни одного гектара посевной площади и не потерял ни одной головы скота. И за годы независимости население здесь выросло в 1,5 раза, а у нас сократилось на 2 миллиона. Белоруссия сохранила совхозы и колхозы, и экономика сельская росла динамично, и в результате Белоруссия вывозит товары в соседние регионы Украины и России, в основном обеспечивает животноводческой продукцией. И сегодня мы свидетели того, что Белоруссия имеет и сегмент в Казахстане. Я считаю, что списывать на распад Союза все нельзя. К примеру, 36 миллионов голов овец имели мы в 90-м году, а к 2000 году осталось 2 миллиона, а 9 миллионов голов. Если учесть, что Союз не унес ни пастбища, не увел ни чабанов, как можно списывать такой провал по овцеводству? Главной причиной развала села – это безответственность властей. После авантюрного распуска Верховного Совета 12-го созыва в начале января 1994 года Назарбаев провел совещание с аграрниками в Ахмоле и заставлял всех ликвидировать совхозы и колхозы. Многие путают разгосударствление совхозов и ликвидацию. Это разные вещи. По большому счету тогда сельчане и руководители предприятия были против. Тогда, долго не думая, президент подписывает указ и предусматривает передачу 20% имущества этих предприятий руководителям, если они быстро ликвидируют совхозы и колхозы. Мало того, в начале июня в своем послании, это в том же году, 94-м, он говорит с высокой трибуны в своем послании о том, что у нас перепроизводство мяса и зерна, и рекомендует, если целый ряд неэффективных производств будет закрыто, и никому это плохо не будет. А на самом деле эту идею подхватил тогдашний премьер, и он заявил, что в стране производство сельхозпродукции дорого, их можно закупать извне. И это
директивное указание двух руководителей, как бы государство воспринято было остальными и разбазаривали все имущество сельского хозяйства. Конечно, эта слепая политика прежде всего ударила по интересам самих крестьян. С одной стороны, на селе началась война за раздел имущества, с другой стороны, в одночасье ликвидировалась инфраструктура. Я давно знаю, что темные дела президент осуществляет, используя чужие руки. В те годы появился анекдот о том, что село уничтожили 3 КК. Это Калиев, Карибжанов, Кажигельдин. А Кижан позднее открыто заявил, что он выполнял поручение президента. За это поплатился. А все остальные киллеры села здравствуют. Один из них стал аж героем труда. Теперь что делать? Конечно, я не могу дать полноту ответа за несколько минут по той простой причине, что поднять села надо работать очень серьезно, подключая научно-исследовательские институты. Я вспоминаю один случай. У нас был вторым секретарем ЦК Месяц Валентин Карпович. Его потом перевели в Москву министром сельского хозяйства. Тогда появился анекдот: для подъема села 1 месяца мало. Поэтому этой трибуны мало для того, чтобы поправить ошибки, допущенные властью. Тем более законы экономики диктуют, что время разрушения в 2 раза больше требует периода восстановления. Самый низкий индекс физического объема развала сельского хозяйства приходится на 99-й год. Если учесть этот закон, то восстановление сельского хозяйства нам придется ожидать к 2020 году. А для этого нужно многое сделать. Я скажу только схематично. Прежде всего, совершенствовать земельные отношения, ликвидировать закон о продаже сельскохозяйственных угодий. Второе. Повысить ответственность властей, восстановить доверие крестьян к ней. Далее провести укрупнение сельскохозяйственных товаропроизводителей. У нас сейчас насчитывается 214 тысяч сельхозтоваропроизводителей. А они производят в 2 раза меньше, чем производили в свое время 2500 совхозов и колхозов. Вообще концентрация и специализация товарной продукции в крупных хозяйствах альтернативы не имеет.
особенно по зерну, по техническим культурам и по производству мяса. Я считаю, было бы неплохо, если государство через свои уполномоченные органы вошел бы в субъект агробизнеса, отвечал бы за производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции, так же, как отвечает за это непосредственно сельскохозяйственный товаропроизводитель. Необходимо создать сеть, широкую сеть кооперации, которая должна быть заготавливать продукции для доставки населению, а также обеспечивать сырьем промышленность. Открыть доступ сельхозтоваропроизводителям к ресурсам, определить на какой-то период времени наиболее стабильные цены на сельхозтехнику, ГСМ, на строительные материалы. Давно назрела необходимость открыть и создать агробизнес, совершенствовать подготовку кадров. Сельхозвузам необходимо больше выделять госгрантов и обеспечить условия для тех молодых специалистов, которые собираются работать на селе. Наконец, нельзя сказать, что правительство ничего не делает. Очень красиво написанная программа есть под кодовым названием 2020, агробизнес 2020, рассчитанный на 14 и 20 годы, начиная с 2013 года. Но эта программа не имеет даже те требования, которые полагаются к таким документам. Адресность, конкретность и контролируемость отсутствует. Это один момент. Второй момент. Выделяется как бы огромные средства, 2,9 триллиона тенге, но 1/3 часть их возлагается на самих товаропроизводителей. Где они найдут, тоже находится под вопросом. Вообще, в 90-е годы перед независимостью мы на развитие сельского хозяйства использовали 1/3 капитальных вложений. И в том же 90-м году удельный вес сельской отрасли в национальном богатстве, в национальном доходе составлял 41,8%. Сейчас инвестиции в основной капитал сельского хозяйства составляют около 2%, а удельный вес аграрного сектора ВВП составляет только 5-6%. Вот отсюда вытекает как бы само собой ответ, что делать. Надо вкладывать то, что положено для сельского хозяйства. Вообще, если мы воссоздадим то сельское хозяйство, которым мы располагали, то все проблемы Казахстана относительно создания рынка, внутреннего рынка, а также и импорта, то есть экспортом за рубеж, решаться будет очень грамотно. Спасибо за внимание.